Продолжаем освещать самые заметные события. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о главных темах. Лесопожарная обстановка в Якутии остается напряженной. Густой смог окутал столицу. Расскажем, откуда взялся дым в городе. Неделя остается до начала учебы. В Якутске открылась традиционная школьная ярмарка. Сколько стоит собрать ребенка в школу? И автомат синхронизируется со смартфоном. Концерн Калашников представил несколько новинок оружейной индустрии. «46 случаев коронавируса зарегистрировали в Якутии за прошедшие сутки. По информации регионального оперштаба, 21 человек заболел в Якутске. По 3 случая в Верхневилюйском и Мирнинском районах. По 2 в Мегино-Кангаласском, Сунтарском, Алданском, Улусах. По 1 случаю зарегистрировано в Абыйском, Булунском, Вилюйском, Горном, Ленском, Намском, Нерюнгринском, Нюрбинском, Аймиконском, Алекминском, Оленекском, Татинском и Хангаласском районах. Все их ближайшие контакты выявлены и изолированы. Также за минувшие сутки в Якутии ликвидировали 4 лесных пожара. Однако возникло 16 новых возгораний. А всего на сегодня действует 57 лесных пожаров, говорится в сообщении пресс-службы МЧС России по Якутии. По информации ведомства, чрезвычайно высокий 5-й класс пожарной опасности сохраняется в Намском районе. Высокий 4-й класс отмечен в Горном, Амгинском, Чурапчинском, Усть-Майском, Оленекском и Мирнинском районах. Тем временем смог снова окутал улицы столицы республики. Из-за каких лесных пожаров, задымленности и какова концентрация оксида углерода в атмосфере, нам готова рассказать Юлия Великодная. К сожалению, концентрация оксида углерода в воздухе в столице республики превышена. При предельно допустимом значении в 5 мг на метр кубический зафиксировано 6,1 мг на метр кубический. Об этом сообщает Роспотребнадзор. Это данные на 22 августа. Что касается задымленности, то она возникла из-за лесных пожаров в Намском и Кобяйском районах. В таких случаях при задымлении МЧС рекомендует закрывать двери и окна дома. Прогулки должны быть недлительными, обязательно использовать марлевую повязку. И в случае ухудшения состояния здоровья следует обратиться за медицинской помощью. Что касается прогноза погоды, то минусовую температуру обещают на территории республики. Об этом сообщает научный руководитель Гидромедцентра России Роман Вильфанд. По его словам, это не заморозки, а даже первые легкие морозы. Температура опустится до -5, -7 градусов. Ну а по данным якутского гидромета, в арктических и северо-восточных районах Якутии ожидаются ветер, мокрый снег, на юге кратковременные дожди и грозы. Ветер умеренный в низовье Колымы до 15 метров в секунду. Температура ночью +1, +6 градусов. При прояснении в низинах 0, -5. Также заморозки. На севере, северо-востоке местами -2, -7, а днем +14, +19. Через неделю для сотен первоклассников прозвенит первый школьный звонок. Несмотря на пандемию и ограничения, многие первоклассники в этом году все же сядут за парты. Готовятся к этому дню основательно. Необходимо купить множество вещей для учебы, начиная от ручек и заканчивая школьной формой. О том, сколько стоит собрать школьника к 1 сентября, расскажет Александр Хавренко. Форма, рюкзаки и тетради, ручки, пеналы и много других необходимых для учебы предметов необходимо купить родителям школьников. Традиционно в последние дни августа они отправляются на школьную ярмарку, где можно купить все и сразу. Подготовка ребенка к школе – мероприятие затратное. У каждой школы есть свой регламент по одежде. То есть кто-то берет пиджаки, кто-то пиджаки не берет, на мальчиков. Но в среднем я бы сказал так, что ребенка можно одеть у нас около 3–3,5 тысяч. Это, можно сказать, под ключ. Это будет там жилет, брюки и, к примеру, рубашка. Либо сорочка, либо блузка на девочку. Причем, для мальчиков и для девочек, цены там примерно одинаковые. Прибавьте к этому спортивную форму, канцелярские товары, рюкзак и обувь. Получается солидная нагрузка на семейный бюджет. Но многим родителям в этом вопросе помогли так называемые президентские выплаты. Сын в 1 класс пойдет, и нам очень-очень помогли путинские выплаты. Эти деньги мы смогли купить костюм, спортивный костюм,
Ага, сумки и канцтовары. Ну, то, что выплаты дал Путин, мы оставляли на 1 сентября. Ага, и эти деньги вот сейчас все мы потратили. В этом году из-за пандемии школьная ярмарка открылась на 10 дней позже, чем обычно. Поэтому, особенно в последние дни, там наблюдается ажиотаж и большое количество посетителей. Но все продавцы соблюдают санитарные правила, и посетителей просят не заходить в павильоны без защитных масок. Александр Хавренко, Григорий Охлопков, Якутск. Жители города Прокопьевск Кемеровской области спасли истощенного щенка. Хозяин запер собаку в квартире 2 месяца назад. Соседи обратили внимание на неприятный запах, который доносился из заставленной квартиры, и обратились в полицию. Приставив к окну дома лестницу, полицейские увидели на полу разлагающийся труп собаки, рядом с которым сидел напуганный щенок. Узнав о том, что в квартире заперта собака, одна из жительниц дома, Наталья Глебова, обратилась за помощью к волонтеру для спасения. Прибывшим людям приходилось забрасывать еду и подавать емкость с водой истощенному щенку в приоткрытое окно. Волонтер Екатерина Пушкина вспоминает, что, прибыв на место, она увидела, в каком состоянии находилась квартира. Одним прекрасным моментом мы ходим, в воскресенье я ходила, здесь гуляла, пришла соседка наша с этого же дома и с молодым человеком, и показывает вот на эти окна, показывает, сардельку с собой взяла и показывает. Я подошла посмотреть, что, как, и спрашиваю ее, кого вы собрались подкармливать, что случилось. Ну, она и говорит, там одна собака уже умерла, идет там смрад, соседи в шоке. И вот этот запах, вот это там дети и так далее. Взяла интернет, и один и тот же номер попадался. Я попала на Катю, на волонтера. Думаю, ну кому обращаться? У меня не было другого выхода. Никто ничего не знает. Я давай на волонтеров выходить. Если волонтеры не помогут, пойдем дальше. Я вышла на Катю, не зная ее. Один и тот же номер повторяется в интернете. Я набираю ее. Она беспрекословно сразу же на помощь мне пошла и сказала: Наталья, мы вам поможем. Я считаю, что виноват хозяин. Это отношение просто людей к животным. В Конституции появилась такая статья, что за жестокое обращение с животными нужно привлекать к ответственности. Волонтеры забрали собаку в приют, где в настоящее время она проходит реабилитацию и уже начинает ходить. Когда щенок будет полностью здоров, ему найдут новых хозяев. Между тем, соседи квартиры, в которой собака находилась взаперти, требуют привлечь хозяина к уголовной ответственности. Калашников накануне Международного военно-технического форума «Армия-2020» представил несколько новинок оружейной индустрии. Особое внимание обратил на себя новый автомат АК-19 под патроны 5,56 мм, который используют в НАТО. По словам представителя концерна Владимира Анокая, данный автомат был разработан из-за большого количества запросов от клиентов. Генеральный директор концерна «Калашников» Дмитрий Тарасов сообщил, что тестирование нового автомата закончится в конце года, после чего начнутся первые официальные поставки. Также в рамках мероприятия концерн «Калашников» представил новое смарт-ружье МР-155 «Ультима» с возможностью синхронизации с гаджетами. Данное смарт-ружье было создано для гражданского сегмента. Однако, если оно окажется удобным, то концерн будет развивать данный проект. Знаете, мы только АК-19 в конце года, скажем так, дотестируем. То есть он тестируется по всем внутренним законам, которые применимы к нашему внутреннему заказчику. Поэтому пока вот официальных поставок еще не было. Мы сейчас их обсуждаем. Очевидно, что наш внутренний заказчик потребляет сейчас больше. Но я верю, что у него есть будущее, есть перспектива. Поэтому лучше об этом поговорить где-то так через год, может быть, через 1,5. Мы изначально создавали чисто для гражданского сегмента. Но, опять же, то количество гаджетов, которые сейчас есть, это не конечная история. То есть мы будем развивать. Возможно, кто-то скажет: а дайте нам еще что-то там, а можно еще вот такой там гаджет внедрить. Если это пойдет, если этого будет рынок, почему нет? Видеозапись из вольера красной панды, обнародованная частным британским зоопарком, в очередной раз доказала: некоторые животные могут вызывать яркие эмоции, не делая ничего. Подробности в сюжете наших коллег. Валяться весь день в постели любят не только люди. Британский частный зоопарк Paradise Wildlife Park обнародовал запись с камеры, установленной в вольере у красной панды по имени Тилли. Судя по этому видео, все ее занятия в этот день свелись к тому, чтобы зевать, потягиваться и время от времени переворачиваться с боку на бок. Впрочем, спешить Тилли некуда. Можно сказать, что у нее каждый день выходной.
Красные или малые панды, также известные под названием кошачий медведь, относятся к видам, находящимся под угрозой вымирания. Хотя эти животные охотно размножаются в неволе, содержать их достаточно сложно. Наши корреспонденты продолжают следить за развитием событий. Оставайтесь с нами.